Зачем нужны священники? И где служил дедушка патриарха Кирилла? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Хорошо ли мы знаем, кто такие священники и в чем их служение? Кто может стать служителем Божьим и вообще, нужен ли он как посредник между Богом и человеком? Если мы вспомним Ветхий Завет, то Бог среди израильского народа выделяет особое колено, которое посвящается на служение Богу. Левиты – особые служители, которые служат скинии Господней, совершая там богослужение. И священническое служение передавалось по наследству. Все мужчины этого колена были служителями вот этой скинии, служили Богу, каждый по своей череде. Мы знаем о том, что отец Иоанна Предтечи, Захария, также был из этого колена и также нес свою череду, когда ему является ангел Господень, говоря о том, что у него родится сын. Первые, кого благословил Христос на новозаветное священническое служение, были его 12 ближайших учеников. По-другому их называют апостолами. С греческого языка это слово переводится как «посланник» или «посланник, выполняющий особую миссию». Несмотря на гонения, христианство быстро распространяется, и апостолы, сначала 12, а потом 70, физически не успевают быть во всех тех новых общинах, тех церквях, которые возникают повсеместно в Византийской империи, а позже распространяются и на другие области. Они берут из верных, проверенных христиан, твердых в вере, испытанных, и поставляют их своими помощниками. Так возникают епископы. С греческого языка слово «епископ» буквально переводится как «надзирающий», тот, кто смотрит за порядком, нравами прихожан. С возникновения первых общин уже возникают некоторые вопросы, связанные с прежней жизнью христиан. Ведь христианами становятся люди, приходящие из иудаизма и из язычества. При этом они оставляют многие свои старые привычки, старые традиции и пытаются их внести в христианство. Для того, чтобы вера Христова действительно была пронизана главной вестью о воскресении, о спасении, принесенном Христом, епископы помогают апостолам в их служении. То есть уже в книгах Священного Писания Нового Завета мы видим, что сами апостолы, ближайшие ученики Христа, призывают на помощь себе, и возникает епископское служение. Сначала апостолы все делали сами – крестили, проповедовали, занимались самыми разными хозяйственными вопросами, сбором и распределением пожертвований и так далее. Но число верующих быстро увеличивалось, поэтому было принято решение, что хозяйственными и материальными вопросами будут отныне заниматься специально выбранные представители общины, чтобы апостолам хватало времени на выполнение своей прямой миссии – совершение богослужений и проповеди воскресшего Христа. Было избрано 7 человек, которые стали первыми диаконами христианской церкви. Диакон – это первая иерархическая ступень священства. Диакона – это буквально переводится как «служитель». Те, которые служат для исполнения тех или иных таинств. Диакона сами не могут выполнять никаких других таинств, но лишь прислуживают при служении епископа или иерея, или священника. Библейская книга под названием «Деяния святых апостолов» дает представление о том, как росла и развивалась церковь в первые 30 лет своего существования. Когда христианские общины еще больше разрастаются, и епископы сами уже, в свою очередь, не успевают для того, чтобы выполнять все необходимые обязанности, распространять веру Христову, они поставляют себе помощников, пресвитеров. Пресвитер, также буквально с греческого языка, переводится как «старец». Тот, который старший, тот, который мудрый, умудренный жизнью и утвержденный в вере во Христа. По-другому пресвитер еще называется иерей.
Это также греческое слово, и буквально с греческого языка переводится как «жрец», то есть приносящий жертвы Богу за грехи людей, жертву для прославления Бога, совершающий свое служение. Священником, иереем или пресвитером называют священнослужителя второй степени священства, выше диакона и ниже епископа, который рукоположен епископом на совершение таинств и проведение богослужения. Таким образом, в христианской церкви появляются три степени священства – епископ, священник и диакон. В современной практике епископы могут по своим должностям разделяться и получать какие-то особые наименования. Но, например, самый главный епископ в нашей русской церкви называется патриарх. Патриарх от греческого также слова и буквально переводится как «отец начальствующий» или «начальствующий отец». Тот, кто начальствует над прочими епископами, священниками, диаконами, тот, кто берет на себя ответственность за всю церковь в своей области, в своей стране. В зависимости от той области, которой управляет епископ, он может носить титул митрополита. Сегодня большинство областей России разделены на несколько епархий, которые входят в митрополичьи округа. И старший епископ, который возглавляет эту митрополию, носит титул митрополита. Например, Башкортостанская митрополия разделена на 4 епархии – Уфимскую, Салаватскую, Нефтекамскую и Бирскую. Главой митрополии является управляющий Уфимской епархии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Епархии возглавляют епископы, назначенные решением Священного Синода. Также может быть у епископа титул архиепископа. Архиепископ – это старший епископ. Получает этот титул часто за выслугу лет, за многолетнее самоотверженное служение церкви или, опять-таки, по должности, если его территория, которую он управляет, имеет статус архиепископии. Просто епископ – это тот, кто выполняет свое епископское служение в своей епархии. Но важно помнить, что и епископ, и патриарх имеют равную благодать. Это все равно епископский сан. И здесь различие лишь в различии чести. И часто патриарха называют первым епископом среди равных. Он имеет ту же самую благодать, что и простой епископ в своей епархии. Священники, в свою очередь, тоже делятся по чинам. И самые младшие священники называются просто иереи или священники. Священники, прослужившие продолжительный срок, также понесшие много трудов на благо Матери Церкви Христовой, называются протоиереи. Все эти названия также греческие. Протоиерей буквально переводится как первенствующий священник, старший. Если священник занимает какую-то особую должность, в каком-то соборе особо значимом для всей церкви, он может носить звание протопресвитера. Но это очень редкое наименование, и часто протопресвитеры бывают в кафедральных, в столичных городах. В имени Божьей воспитавших родителей. Каждый священник должен быть прежде всего священнослужителем, то есть совершителем таинств. Через него подается благодать Святого Духа для этого мира. Даже Христос крестился в Иордане не сам, а с помощью Иоанна Крестителя. Так и нам нужен священник для совершения таинств, через которое человеку посылается благодать Божья, и он входит в таинственное общение с Творцом. У священника прихожане берут благословение, целуют ему руку. И часто возникает вопрос, а почему нужно целовать руку человеку? Ведь священник или епископ, хоть и облечены саном, почему им воздаются такие чести? Важно помнить о том, что целующий руку священника целует руку как бы самого Христа. Не священник своей силой преподает благословение, а священник как носитель той благодати, которая даруется ему, когда над ним совершается таинство посвящения в его священный сан. Диаконам руки не целуют, они не имеют права благословения, не преподают благословения, а именно исполняют функцию служителей, те, которые заботятся о том, чтобы
Все было готово к богослужению. Украшают богослужение своим участием и своей помощью. Жизнь устроена так, что нам во многих делах нужна помощь других людей. И в христианской духовной жизни не обойтись без помощи тех, кто имеет больший, чем мы, духовный опыт или просто способен подать нам хороший совет со стороны о том, как соотносятся заповеди Божьи с нашими жизненными обстоятельствами и как нам лучше приступить к их исполнению. К епископам традиционно мы обращаемся такими словами, как «владыко». Владыка, то есть, подчеркиваю этим то, что именно он является ответственным за жизнь веренной ей епархии. У епископа люди берут благословение, так же, как и у священника. Священники тоже принимают благословение от епископа. К священникам же принято обращаться словами «отец». Отец, то есть тот, кого прихожане знают, что он заботливый пастырь, заботливый отец над теми людьми, которые верены ему, и епископом, и всей церковью. Священников по-другому называют пастырями. Пастырь – это мера ответственности перед Богом за каждого человека, с которым священник встречается в своей жизни. И власть священника всегда граничит с этой ответственностью. Поэтому именно к духовенству в первую очередь обращены слова Христа: «Кому много дано, с того много спросится». У преподобного Силуана Афонского есть такие слова. Он говорит, что если бы священник сам видел ту славу, которая почиет на нем, которую Господь ему сообщает, сам бы устрашился и берегся бы всякого греха, чтобы не омрачить и не похулить Святого Духа, который на нем почиет. Но Господь удерживает священника от этого видения, чтобы священник не возгордился, чтобы не впал в самомнение или в прелесть, но чтобы со смирением исполнял возложенные на него обязанности. Служение священника, пасторское служение – это прежде всего любовь, милосердие, смирение и кротость. Христос говорил: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». На берегу реки Белая уютно устроился город Бирск, который по праву считается одним из старейших городов нашей республики и имеет большое культурное наследие. А храм Архангела Михаила без преувеличения можно назвать сердцем Бирска, поскольку построен он на месте, с которого и начинался город. Михаило-Архангельский храм был основан еще в XVI веке, за 110 лет до официального основания города Бирска. На месте сейчас находится каменный храм, раньше располагался городок Челядь по фамилии одного из бояринов. Также есть и второе название было городка, как Архангельский. Впоследствии, после восстания башкир, когда храм был сожжен, то здесь уже на месте уже официального появления города Бирска был снова построен также деревянный Михаило-Архангельский храм. Сам храм несколько раз перестраивался. Да, и последний деревянный храм, который был таким настоящим, был построен уже только в конце XVIII века, также после Пугачевского восстания, который был сожжен, и уже на иждивение генерала Языкова был снова отстроен. Но в середине XIX века, когда был построен Свято-Троицкий собор, епархиальное начальство решило, что храм необходимо разобрать и передать в село Ямашево Бирского уезда. Ревностные прихожане Михаило-Архангельского храма решили, что на месте разобранного храма необходимо построить также каменную церковь. И благодаря пожертвованиям купцов Серебряковых и Балаевых храм был воздвигнут уже в сегодняшнем, так сказать, современном варианте. Строился храм с 1842 по 1845 год на Галкиной горе. Храм был освящен в 1847 году.
Храм действовал до 1936 года, и в годы революции, гражданской войны он оставался действующим, и только, повторюсь, в 1936 году был закрыт. И в 1945 году был снова открыт по решению советских властей по просьбе жителей города Бирска, в которых было собрано около 500 подписей. Михаило-Архангельский храм оставался единственным в северной части Башкирии, который не закрыли советские власти, с небольшим перерывом, пережившим все страшные события XX века, и являлся центром духовной жизни региона в период СССР. После закрытия храма, к сожалению, храм относится, так сказать, к учреждению НКВД. В храме осуществлялись приказы по расстрелу, так сказать, контрреволюционеров, тех, кто не были согласны с советской властью. И на территории храма многих после расстрела, принесенного приговора, здесь же их захоранивали. Об этом стало нам известно после уже реставрационных работ, когда проводились на территории храма. Было множество найдено останков погибших людей, и потом в память их у нас здесь на территории храма теперь находится так, общая братская могила. В 1937 году большевики устроили в храме зернохранилище, а колокольню снесли, чтобы грузовикам было проще сваливать зерно. Но уже в 1945 году стараниями местного священника Гавриила Жилвицкого храм вновь был открыт для прихожан. Храм находился в плачевном состоянии. Протекающая крыша, выбитые стекла и прогнивший пол. В 20 веке была разрушена колокольня, и только вот в 2016 году храм снова приобрел новый вид, как бы первозданный вид, который был до разрушения. Сам храм, конечно, богат историей. Я вам уже говорил об генерале Языкове, который благодаря его иждивению храм был воссоздан в конце XVIII века, и им же были подарены очень драгоценные иконы, которые ему подарила, в свою очередь, императрица Екатерина II, которая была ему крестной матерью. Это икона Спасителя, нерукотворный Спас, и икона Тихвинской Божией Матери. К сожалению, Тихвинская икона Божией Матери в истории, так сказать, исчезла, и нам неизвестны исторические данные, и также нам казалось, что исчез икона нерукотворного Спаса. Но недавно, весной, когда мы отдали одну икону на реставрацию Спаса, то обнаружилось, что за непрофессиональной работой иконописца обнаружилась совершенно другая икона, также нерукотворного Спаса. Уфимские иконописцы эту икону восстановили, и у нас есть основания полагать, что таким образом икона была спасена, которая была подарена генералом Языковым горожанам города Бирска, Михайловский храм. Именно в стенах этого храма в середине прошлого столетия дед патриарха Кирилла, Василий Гундяев, был рукоположен в диаконы. И именно здесь он провел свою первую службу в церковном сане. В июне 2015 года святейший патриарх Кирилл приезжал в город Бирск и впервые в истории башкортостанской митрополии провел в Михаило-Архангельском храме богослужение. Также в храме прозвучал молебен за здравие всех присутствующих и строителей, вдохнувших новую жизнь в Божий дом. Я с особым чувством вступил под свод этого храма. Знал о его существовании от своего деда. Это было первое место его служения после рукоположения в Уфе. А прибыл он сюда, в Башкирию, потому что не имел права не жить в других местах, в том числе и там, где жили его дети, и даже у себя на родине не имел права жить, потому что более 20 лет нес многие страдания. Будучи за веру православную не единожды заключенным в тюрьмы,
и отправлен в ссылку. И вот здесь, на этой земле, которая стала для него родным, осуществилась его многолетняя мечта, он стал священнослужителем. И поэтому всегда с особой теплотой вспоминал Башкирию, ставшую для него родным домом. И первое место служения в сане диакона было здесь, в этом храме. Я сердечно благодарю вас за то, в каком состоянии сейчас этот храм. Всех тех, кто приложил к этому свою душу, разум, руки, материальные средства. И храм в замечательном состоянии, и все, что вокруг храма. И все это, конечно, свидетельствует в первую очередь о живой вере людей. Если бы храмы Божьи не нужны были народу, то никто бы их не строил, никто бы их не реставрировал. И вот эта эпоха, страшная эпоха разрушений святыни на нашей земле, она бы не прошла так скоро, так быстро, как она прошла в наше время. Возрождение Отечества нашего, духовное возрождение, это есть явление, которому нет аналогов в истории. А это значит, что мы с вами свидетели совершенно особые эпохи. Мы живем с вами в совершенно особое время. Время, когда буквально из небытия, из разрушения, из осквернения возродилась Церковь Русская Православная. И люди снова получили возможность молиться Богу. Недавно у нас совершилось большое событие. 5 июля по благословению Преосвященнейшего епископа Бирского и Белорецкого Спиридона был освящен великое освящение храма после реставрационных работ, которые проводились в 2016 году к приезду патриарха. Великое освящение было совершено митрополитом Уфимским Никоном при стечении множества духовенства и горожан города Бирска. Теперь в этом храме мы уже, так сказать, по традиции можем не только совершать богослужение, божественную литургию, но и при полном освящении храма правящий архиерей здесь уже имеет право рукополагать в священный сан лиц, желающих стать священниками или диаконами. Сейчас в Михаило-Архангельском храме находится много святынь, к которым постоянно приезжают поклониться не только местные прихожане, но и паломники из разных уголков мира. В нашем храме находится несколько таких главных святынь. Это икона Божьей Матери умиления или плача Божьей Матери, которая сохранилась в советское время после разрушения храма близ села города Бирска, села Гребени. Так мы ее называем. Гребенская икона Божьей Матери. Она примерно где-то 17 века, эта икона. Вторая икона, которая у нас стала для нас неожиданностью, открытая, это икона Спаса Нерукотворного, которую мы надеемся, что это именно та икона, которая была подарена императрицей Екатериной II. И третья святыня – это у нас хранится частица ризы Божьей Матери со святой горы Афон. Местные жители надеются, что Михаило-Архангельский храм, расположенный на красивейшем месте города Бирска, будет радовать своей красотой и служить верой и правдой еще не 100 лет.